Всем привет! Добро пожаловать в мой первый вторничный летсплей. Из новостей: у меня завтра день рождения, мне будет 16 лет. Ну а так, сегодня я хотела бы снять летсплей на Sims 3 Райские острова, потому что это была самая запрашиваемая игра после GTA 5. Я вообще обожаю Sims, у меня есть все Sims, которые когда-либо выходили в продажу. У меня достаточно много Sims 3, только в Райские острова я играла так долго, мне очень нравится это дополнение. Вот, сегодня я расскажу вам про мою семью Sims, про город, про мои дома. У меня очень насыщенная и интересная жизнь в Sims. И сейчас я открою вам свою душу, потому что я 3 года играла этими персонажами, и я, конечно, очень много времени, сил, мыслей, креативности вложила в них. Вот, и сейчас я расскажу вам все секреты. Детка геймер, йоу! Давайте немножко предыстории. В Sims я играю очень-очень давно, именно в Sims 3. Персонаж существует просто уже несколько лет даже в реальном времени. Очень много я меняла ей и имя, и имидж, и города, где она живет, и дома. Блин, сколько у нее было парней и мужчин. Если я вспомню, сколько она родила детей за все свое существование, в какой-то момент я решила переименовать ее в себя. То есть она Саша Спилберг. Так начала вести нормальную жизнь. Только, пожалуйста, ни в коем случае не думайте, что я сделала в Sims такую жизнь себе, которую сама бы хотела. Я просто от балды как бы всех назвала. И вот, скажем так, муж какой попался, звезда. Такой и остался. Единственное сходство — это наши имена, ну и, наверное, внешность в игре, поэтому не надумайте там чего-нибудь неправильного, пожалуйста. Вот, и, короче, я переименовала ее и решила, чтобы она жила нормальной жизнью. Мне никогда не было интересно жениться или заводить детей в Sims, но вот почему-то я решила пожениться, и завести детей, и питомцев, и несколько домов, и работу, и стать русалкой, и как-то все само закрутилось. Ну что, давай. Добро пожаловать в семью Спилберг. Это я в купальнике и с сиреневыми ногами. Саша Спилберг. Я в игре суперзвезда, 5 звезд. Правда, это я, конечно, сделала чит-кодом, мне было лень. Сначала я расскажу вам про мой дом. Я безумно горжусь этим домом, я построила его сама. Он называется Вилла Рай. На самом краю одного из самых больших островов в городке. Вот, очень красивый вид из него. Я строила этот дом много часов, очень старалась, и, если честно, я перфекционистка, и я вообще не могу играть в Sims, если меня бесит что-то в интерьере дома или в имидже персонажа. Это первый дом, в котором я живу, несколько месяцев уже. Он мне безумно нравится, я считаю его почти идеальным для себя. Горжусь, что я строила все это сама, что я сумела построить свой идеальный дом сама, а не использовать какие-то шаблоны. В общем, вот тут вот такой уличный гараж, если так это можно назвать. Да, Гильермо — это мой муж, вы пока про него не знаете. Это для лошадки такая на улице штучка, потом цветочки у входа, терраса, шезлонги, домик для собак, бассейн. Вот, там я занимаюсь садоводством. И там еще такая маленькая прелестная скамеечка. В общем, все очень красиво. Я очень люблю лошадей. И в жизни, и в Sims. Но меня безумно бесило, что они все время ржут, когда они были на улице. А в принципе, конюшня в Sims, мне кажется, жутко уродует дом. Их приходится держать только на улице. Так вот, мне пришла в голову гениальная идея. Леди и джентльмены, добро пожаловать в мою конюшню под землей. Здесь живут 2 моих единорога. Беленький и черный. Мальчик, девочка. Вот они тут как-то сами бегают, сами по себе тренируются, кушают, вот. И самое главное, что я не слышу их ржач. Вот это, вот. Я не могла просто каждые 2 секунды вот это. И, короче, я их запрятала вниз. И, с одной стороны, у меня есть единороги, и, с другой стороны, они меня не бесят. В доме гармония, тишина. Все прекрасно. Первый этаж, просторная кухня, потом гостиная, в которой стоит кубок из одного из соревнований, потом картина, которую мне подарил мой муж, когда еще был моим бойфрендом, шарики со свадьбы, спортивная комната, солярий, туалет, винтовая лестница. Еще, кстати, такая фишка. Я в Дубае помню маленькие такие бассейнчики в доме, и как-то мне так захотелось в Симсах тоже такие сделать. Второй этаж. Мне очень нравится спальня, она, мне кажется, очень минималистическая, белая такая, спокойная, очень подходит вот именно под тематику Райских островов. Телевизор этот не продается, мне его прислали, потому что я суперзвезда в Sims. Гигантский экран, очень прикольно смотрится. Мои собаки, про которых я сейчас вам расскажу. Здесь стоит картина меня с моим мужем.
Лав, это Санни, а это Дамсель. В реальной жизни у меня собаки Дасти и Кетчи, ну вот я решила их воссоздать. Вот здесь обычно живут маленькие монстры под названием Ло и Эдуард. Это мои дети, как вы уже, наверное, догадались, девочка и мальчик. Естественно, комната креативная со всякими инструментами, компьютером. Как же я без видео и без музыки? Вы чё? Мне очень-очень нравится вот эта терраса. Я просто балдею. Здесь спа, 2 шезлонга, очень красивый вид открывается. Я использовала чит-коды, чтобы ее построить, потому что иначе на кухне у меня бы стояли всякие прибамбасы от спа, я их тупо удалила. На крыше раньше стояли палатки, вот, то есть тут можно было устраивать какую-нибудь вечеринку, кемпинг, что-нибудь прикольное. Вот так вот, это мой дом, который я просто обожаю. Дело в том, что когда все мои персонажи находились на этом участке, игра начинала жутко лагать. И я придумала такой выход. Та-да! Домик на море в прямом смысле этого слова. Познакомьтесь с моим мужем Гильермо, с волосатой грудью. Он тоже суперзвезда, но только он суперзвезда от игры. То есть это было без чит-кодов. Сейчас я покажу вам дом. Очень няшный такой домик на море. Мне очень нравится вот этот уголочек. Я создала его с помощью чит-кодов под лестницей, потому что под лестницей строить нельзя. Тут всякие книжки, игрушки для моих детей. И на 2-м этаже Эдуард. Он у меня безумный гений. Я хочу, чтобы он стал либо писателем, либо изобретателем. И Ло, которая любит холод, и она виртуоз. Хочу, чтобы она стала музыкантом. Ковер с овечками меня очень прикалывает. На верхнем этаже просто такая терраска. Ну и, конечно же, я же Саша, как Саша без солярия. Короче, я решила в кабине капитана поставить солярий. Для тех, кто не видел городок Райских островов, вот он. Очень уютный, очень такой разнообразный. Мне очень нравится, что можно открывать острова. Я уже открыла несколько. Давайте сейчас я расскажу вам маленькую предысторию, собственно, отношений Саши и Гильермо. Гильермо жил вот в этом гигантском замке. То есть он суперзвезда, он может себе это позволить. Ну и в общем, я как-то с ним познакомилась, уже не помню как, на улице. Вот, увидела, что он звезда, и думаю... симпатичный мужчина. При этом были еще всякие мужики, которые мне нравились, но я все равно, потому что как-то моя семья, она идеальная получилась. В общем, Гильермо жил в этом особняке, у него была жена, 2 детей, и вдруг его жена приглашает меня на вечеринку. Ну, я, собственно, такая туда прихожу, вожу его прямо у нее перед носом. После этого мы с Гильермо поженились. И именно в этот момент, как только он надел кольцо на палец Саши, она родила 2 детей. Пожалуйста, не думайте, что это какое-то сходство с моей реальной жизнью, ребят. Я клянусь вам, я играю от балды, я не пытаюсь ничего воссоздать. О чем бы еще рассказать? Ух ты, Гильермо, тебе надо бы сходить на работу. Какая нафиг работа? Вы что? Давайте будем реалистами. Предыстория Саши, если честно, я думаю, на это не хватит даже одного летсплея. Это часами можно рассказывать. Она ведь персонаж как бы уже существует очень долго. Вот, кем она только не была. Она путешествовала везде, были всякие романы. О, ребята, я придумала. Вот все, знакомьтесь. Блин, я гений. Саша... С самого начала. Смотрите, вот в каком домике я раньше жила. Видите, маленький, безвкусный. Моя первая лошадь, садоводство. Она была блондинкой почему-то. Первый единорог, ух ты. Это я путешествовала. Во Франции, Китае и Египте версии Sims. Вот это один из парней, с которым я пыталась замутить в игре. Вот бы я могла показать вам мой старый дом. Он был очень крутой, я не знаю, видите вы его или нет. По-моему, это было в Твинбруке, и знаете, там есть такой домик прямо у воды. Он, конечно, был очень красивый, но поскольку я перфекционистка, мне захотелось создать свой дом, который бы не вызывал у меня никаких раздражений, подозрений. Собственно, я это сделала, я довольна собой. Знаете, я думаю, по Симсам можно судить так. Скажи мне, что в твоем багаже, я скажу, кто ты. Какие-то осьминоги, ракушки, карты, билетики, фотографии, фотоаппараты, куча вина. Я же не пью. Сертификаты от навыков «Цветок смерти». Вот она, бывшая жена моего мужа. Почему-то ночью на пляже. Ну скажите, Саша же лучше. Ой, какое полотенце! Кто-нибудь подарите мне такое полотенце завтра, пожалуйста. Ну ладно, хорошо. Она красивая, но Саша все равно лучше. Потому что у Саши сиреневые ноги. Где еще вы найдете женщину с сиреневыми ногами? Саша, ну скажи что-нибудь. Саша, что ты чувствуешь по поводу того, что тебя снимают на данный момент на камеру? Ты лежишь в постели, в купальнике, я тебе еще что-то рассказываю про твою личную жизнь, про твое прошлое. Скажи, Саша. Нет? Ну ладно, иди нафиг. Дети такие няшные. Вообще, это первые дети в игре от этого персонажа, для которых я не стала использовать чит-коды, и я сама несколько дней
все время о них заботилась, меня так это бесило, но я так довольна. Это, блин, это очень странно, но это как бы виртуальные дети даже, это как эти тамагочи, что все-таки, когда ты не используешь чит-коды, а все-таки ухаживаешь за своими персонажами, ты чувствуешь себя как-то связанными с ними. Или, может, это я такая сумасшедшая, ну, в общем, да. Ну что, ребята, я рассказала вам про свой дом, про свой городок, немножко предыстории моих персонажей. Я думаю, этот летсплей можно закончить на этой ноте. Если вам понравился летсплей, не забывайте поставить лайки на это видео. В общем, пишите ваши идеи и пожелания в комментариях к этому видео. Я вас люблю и пока-пока! В общем, вчера я купила себе PlayStation 3 и GTA 5. Извини, пожалуйста. Мне, конечно, очень стрёмно, ребят.